Я не устаю повторять слова благодарности, и на подведение итогов вас, к сожалению, не было, но я официально заявлял, что многим руководителям городов и районов сегодня надо учиться у вас, как надо поддерживать культуру в тех условиях, в которых мы сегодня находимся. Спасибо вам большое за такое ответственное и серьезное отношение к вопросам культуры. И если есть такой руководитель, я думаю, что в культуре и та команда, не буду перечислять, вы все знаете, значит, все в культуре, в русской, саратовской, в русской, российской у нас все будет нормально. Спасибо вам за активную позицию, потому что вы пришли, и я думаю, что наши подобные мероприятия будут проходить, в том числе и при поддержке Министерства культуры. Обращайтесь, пожалуйста. Спасибо вам, с праздником! Слово предоставляется Анатолию Федоровичу Наумову. Спасибо. Добрый день, уважаемые жильчане, дорогие земляки сарапульцы, дорогие гости. Прежде всего, мы гордимся тем, что нам предоставлена такая высокая честь открыть этот длительный своего рода фестиваль Дней русской культуры в столице нашей республики. Мы прекрасно понимаем всю полноту ответственности, насколько непросто, сложно выступать первым в любом деле. Я думаю, что мы оправдаем прежде всего надежды тех, кто такое решение принял, и город свой мы не подведем и не подкачаем. Это я могу говорить с уверенностью, дорогие друзья, потому что я знаю и чувствую, что у Сарапула есть достаточный потенциал представить город в лучшем виде на любом уровне. Потенциал культуры, он традиционно глубокий и, я бы сказал, многовековой. Если так небольшую арифметику привести, дорогие друзья, то в Сарапуле сегодня работает 11 бюджетных учреждений культуры. Это крупнейших 3 дворца культуры, где нашли свое место не 1000 жителей города Сарапула от мала до велика. Это у нас 3 школы искусств, 2 музыкальные школы, 1 художественная школа. Это дополнительного образования, казалось бы, но там учащиеся получают знания на профессиональном уровне. И опять-таки здесь глубочайшие традиции музыкальная школа отметила свой 105-летний возраст, скажем так. Кроме того, дорогие друзья, у нас сеть библиотек, библиотечная система, 7 библиотек на 100-тысячный город, я думаю, тоже такой впечатлительный факт. Кроме того, парковая культура. Парку нашему городскому саду 115 лет. У нас то же самое драматический театр, который тоже работает на профессиональном уровне, он признан на уровне российском. Ежегодно до 5 постановок выпускается театром и ставится до 200 и более представлений. Это тоже говорит о том, что глубоки корни культуры в городе Сарапуле. И этот перечень можно продолжить. Кроме того, в одном из дворцов культуры, электрон он у нас называется, нашел свое место Центр возрождения национальных культур. В нашем городе зарегистрировано теперь уже 15. Последние буквально дни пришли к нам и белорусы, белорусское общество. Итого 15 национальных культурных образований в городе Сарапуле. Не просто они зарегистрированы на бумаге, а активно работают. Я приглашаю всех, дорогие друзья, и ижевчан, земляки наши, которые проживают за пределами города Сарапула, приходите на фестиваль, который проводят эти национальные культуры. Красота неописуемая для провинциального города. Что касается общества русской культуры, оно у нас появилось в 1993 году. Там более 200 активистов с активной жизненной позицией, со своим огромным потенциалом. Работает 12 творческих коллективов. То же самое востребовано на всех мероприятиях, будь то с ветеранскими организациями, будь то с детьми. Таким образом, не буду задерживать внимание, дорогие друзья, мы всем говорим: добро пожаловать в наш город исторический Сарапул. Спасибо.